Сегодня в выпуске. Статистика правонарушений за неделю. Рейдовое мероприятие провели сотрудники УГИБДД МВД по Республике Ингушетия. Каковы результаты? Дорожно-транспортное происшествие. Итог. 1 погиб, 2 пострадавших. Прием граждан был проведен заместителем министра внутренних дел по Республике Ингушетия Исой Таршхоевым. С какими вопросами пришли граждане республики? Общественный совет при МВД по Республике Ингушетия провел акцию по безопасности дорожного движения на дорогах республики. Более подробнее обо всем смотрите далее в нашей программе. Всего произошло за неделю 59 преступлений и происшествий, из них раскрыто 51. Задержано транспортных средств 8. За ранее совершенные преступления задержано 4 человека. Также совершено 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 5 пострадали. Несмотря на принимаемые меры и отмечающийся рост результатов работы по выявлению нарушений правил дорожного движения, ситуация на дорогах республики остается сложной. В связи с этим 13 мая в городе Назрань личным составом УГИБДД МВД по Республике Ингушетия и совместно с отделом МВД России по городу Назрань проведено рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. В ходе мероприятия было выявлено 169 нарушений правил дорожного движения. Совместно с личным составом ОМВД России по городу Назрань мы проводим рейдовое мероприятие в городе Назрань. Цель нашего мероприятия – это проведение оперативно-профилактического мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения как в городе Назрань, так и в Назранском районе. Задействован весь личный состав Управления госавтоинспекции и личный состав ОМВД России по городу Назрань. Эти мероприятия проводятся с целью, а также, как я сказал, выявления нарушителей правил дорожного движения, которые грубо нарушают требования правил дорожного движения. 18 мая 2014 года примерно в 15 часов 35 минут на пересечении улиц Долгиева, железнодорожной города Назрань произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомашины Mercedes 92 года рождения, житель города Назрань, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Mercedes при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу от полученных телесных повреждений скончался. 2 пассажиров машины Mercedes с различными телесными повреждениями доставлены в госпитализированное Ингушское республиканское клиническое отделение ИРКБ. По данному факту ведется проверка. 14 мая текущего года заместителем министра внутренних дел по Республике Ингушетия Исой Таршхоевым был проведен прием граждан. Прием проводился в соответствии с планом графиком, утвержденным полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе в городе Магаз, приемной президента Российской Федерации. Во время проведения приема с вопросами о трудоустройстве и восстановлении в ранее занимаемых органах внутренних дел должностях обратились 6 человек. Кроме того, в приемную обратился один из пенсионеров органов внутренних дел с просьбой о выделении субсидий в неочередном порядке в связи с тяжелой болезнью жены и ребенка. Заявления обратившихся граждан будут рассмотрены руководством ведомства в кратчайшие сроки. Согласно графику, утвержденного полпредом по Северо-Кавказскому федеральному округу, на территориях региона проводится прием граждан по поручению президента Российской Федерации. На сегодняшний день подошли 3 человека, у каждого вопрос о приеме на службу органов внутренних дел. Из них все 3 они бывшие сотрудники, один перевелся из другого региона, уволился, приехал с Казахстана, 2 других, один наш бывший сотрудник, 2 сотрудник УФСНК. Вопрос у них о приеме. Значит, на сегодняшний день, конечно, говорить, что вот сегодня у нас свободные вакансии, и что они будут зачислены завтра, послезавтра. Есть определенная процедура, которую нужно проходить. Прием документов, проверка. После всего этого также рассматривается вопрос о приеме или отказе. Вопрос будет решаться уже на уровне комиссии. И, соответственно, исходя из всех этих материалов, которые будут соответствовать или не соответствовать
заслуживает прохождения службы, не заслуживает после всех этих проверок и спецпроверок. Наверное, уже с учетом свободных вакансий будет решение принято. Если не будут, на то основание отказать. Бывает на каком-то этапе, может быть такое, я не говорю про него, но может быть такое, что факт, которого не позволяет ему проходить службу в органах внутренних дел. 17 мая в МВД Ингушетии состоялось заседание Общественного совета при МВД по Республике Ингушетия. В заседании приняли участие министр внутренних дел по Республике Ингушетия Александр Трофимов, председатель Общественного совета Хаматхан Албаков, помощник министра внутренних дел Ингушетии Яхья Хадзиев. В начале мероприятия глава ведомства поблагодарил членов Общественного совета за понимание и оказываемое ими содействие в поддержку полиции, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и наградил нагрудными знаками за содействие МВД по Республике Ингушетия нескольких членов Общественного совета. В ходе проведения заседания собравшиеся обсудили состояние аварийности и принимаемые меры по обеспечению безопасности на дорогах. При рассмотрении этого вопроса перед участниками заседания выступил заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия Магомед Бузуртанов. Он рассказал о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных жителями региона на автодорогах за истекший период текущего года. В результате слушателями было принято решение принять участие в проводимой сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Ингушетия информационно-профилактическую акцию с распространением иллюстрированных материалов «Детское кресло», «Пристегните ремни безопасности» и «Водитель-автоинспектор». На территории всей республики, в Малгобекском районе, в Тончинском районе, в Назрановском районе, на федеральной трассе Кавказ в городе Магаз проводится запланированное Министерством внутренних дел, Общественным советом при Министерстве внутренних дел, Управлением государственной автомобильной инспекции при МВД по Республике Ингушетия и ветеранскими организациями при МВД и внутренних войск. Пропагандистская акция по предупреждению происшествий на дорогах республики. В ходе этой акции предусмотрена разъяснительная работа среди водителей, распространение акционных материалов, специально разработанных для проведения этой акции, который предусматривает обращение Общественного совета ко всем гражданам республики и к водителям. Кроме того, некоторые пропагандистские материалы, которые пропагандируют это, чтобы водители управляли автотранспорт, водители, пассажиры были пристегнутыми ремнями безопасности. Для обеспечения детей использовали детские кресла. И самое главное в этом вопросе еще мы раздаем сегодня пропагандистские материалы, которые четко предусматривают взаимодействие инспекторов дорожно-патрульной службы с водителями, которых разъяснены права и сотрудников дорожно-патрульной службы, и водителей вместе. Проводя эту акцию совместную со всеми, мы думаем, что в какой-то мере мы сегодня будем способствовать тому, чтобы как можно меньше на дорогах республики происходило дорожных происшествий, вообще нарушений и также конфликтных ситуаций между водителями и сотрудниками дорожного движения.